В Якутии продолжаются поиски 3 мужчин, пропавших в Усть-Майском районе. По информации спасателей, пропавшие ушли на поиски с самолета, упавшего 11 августа, и должны были вернуться через 9 дней. Но до сих пор их местонахождение неизвестно. Накануне туда вылетел вертолет со спасателями Республиканской службы спасения. Вместе с ними в зону поисков отправился Афанасий Николаев. Вертолет с 4 спасателями на борту отправился в Усть-Майский район ранним утром. После дозаправки в аэропорту райцентра борт взял курс в горы, в район поселка Югоренок, на речку Юдома. Работа предстояла очень сложная как для спасателей, так и для вертолетчиков. Там сильный ветер, болтанка туда-сюда, да, такое будет. В равнине-то поспокойней, а там будет потруднее, посложнее работа, да. То есть у вас там работа серьезная? Да, серьезная, да, будет сложная. Ага. Ну, будем надеяться на лучшую погоду. Главное, что погода, чтобы не подвела. Так что будем стараться. Ситуация осложняется тем, что 2 из 3 пропавших мужчин имеют серьезные проблемы со здоровьем. У одного и вовсе на исходе жизненно важные лекарства. Зона поисков огромная, 1000 квадратных километров возможного маршрута потерявшихся. Спасатели с высоты в 180 метров тщательно осматривают зимники и охотничьи избы, все, где могут находиться пропавшие. Опрашивают немногих встреченных местных жителей. Собаки все равно были учуяли. Вообще мы не видели бы, если кто-то сюда приехал, да? С момента прибытия вертолета в зону поисков прошло уже 6 часов. Спасатели осмотрели все возможные маршруты пешей группы. Но ни следов пропавших, ни цели их поиска самолета обнаружить не удалось. Значит, было осмотрены эти все тропы, наличие людей там не обнаружено. Избы все, значит, старые, значит, нежилые, заросшие бурьяном, следов пребывания человека вообще нет. Значит, подсаживались мы к рыбакам. Рыбаки, значит, сказали, что чужаков у нас здесь не было. Облетели примерно, наверное, километров по нитке маршрута, их на разных ниток маршрута, и на километров 600-650. Афанасий Николаев, НВК «Саха», Усть-Майский район.